день, уважаемые хунзакцы, друзья и гости торжественного мероприятия. Сегодня мы отмечаем 100-летие образования Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики. Однако история наших краев хранит тысячелетия. И мы с вами знаем о древнейших поселениях, множестве народов, пришедших к вратам Кавказа и мирно сосуществующих здесь по сей день. Слово предоставляется главе муниципального района Хунзакский район Нурмагомеду Максудгаджиевичу Задиеву. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые приглашенные, гости, участники торжественного мероприятия, приуроченного к столетию со дня образования Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики. Как всем известно, в 2020 году, 28 октября, временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Алимович Меликовым подписан указ о праздновании столетия образования ДАССР. Указом главы в 2021 год Дагестана объявлен годом столетия образования Дагестанской ССР. И сегодня в этом зале торжественно открываю юбилейный год Хунзакский район. Дагестан – один из самых многонациональных и многоконфессиональных республик в составе Российской Федерации. Как и вчера было отмечено на мероприятиях республиканского масштаба, Дагестан является примером отношений между народами и примером дружбы народов. Все мы знаем, с каким трудом вот это состояние дошло до нас. Конечно, были тяжелые времена. 20-е годы, 30-е годы, Великая Отечественная война, разруха была. Большую роль в становлении Дагестанской ССР сыграли много хунзакцев. Хунзакский народ подарил для республики очень много ученых, врачей, инженеров и других хороших специалистов. Но между тем мы не должны забывать, как и с каким трудом мы пришли к этому. Те русские учителя, которые научили нас, те строители, которые пришли, помогали в становлении Республики Дагестан, те врачи, которые помогали, лечили нас. Об этом всем забывать, конечно, нам нельзя. Нельзя забывать и о Великой Отечественной войне, в которой участвовало очень много выходцев Дагестана, в том числе с Хунзакского района. Более 2500 человек, которые ушли на фронт, и больше половины из которых не вернулись домой. Ценой больших побед и большого труда мы достигли сегодня того, что мы имеем. Конечно, тяжелые времена, испытания для нас с каждым годом преследуют нас эти испытания. Все мы знаем испытания, которые мы прошли в прошлом году, в 2020 году, и которые сейчас продолжаются. Спасибо нашим врачам, благодаря которым мы живем. Но если бы не эта ситуация, конечно, это мероприятие мы провели бы еще на более масштабном уровне. Но в связи с пандемией мы не можем это все делать. Много говорит о том, что Дагестан создавался в тяжелых условиях. Наверное, не стоит говорить об этом, потому что каждый человек знает. Но жить теми достижениями наших отцов, наших предков нам, конечно, нельзя. Наша заслуга оставлять такие же условия, которые созданы для нас нашими предками. Думаю, что будущее подрастающее поколение заменит тех людей, которые у нас были, которыми мы гордимся. Гордимся мы Хунзакский район, у нас есть кем гордиться. Я думаю, что и в дальнейшем они будут благодаря нам, благодаря нашим усилиям. И в конце своего выступления хочу искренне поздравить всех с этим праздником, столетием со дня образования Дагестанской ССР. Пожелать хочу, наверное, в первую очередь всем здоровья, счастья, благополучия. И чтобы еще больше столетий, чтобы мы могли отмечать в таком же состоянии, чтобы Дагестан оставался нерушимым, единым, чтобы он всегда оставался в составе Российской Федерации. Еще раз поздравляю с праздником всех,
здоровья и удачи. Успехов всем. Дагестанская ССР была награждена 4 орденами. Напомню, что в 1923 году республика получила орден Трудового Красного Знамени РСФСР, в 1965 году орден Ленина за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства, в 1971 году орден Октябрьской революции за успехи, достигнутые в коммунистическом строительстве, и орден Дружбы народов получен в 1972 году за заслуги трудящихся республики в укреплении братской дружбы и сотрудничества советских народов. А Хунзарский район в Дагестанской ССР всегда был и остается эпицентром самых важных исторических событий. Наш район был кузницей кадров не только для родного района, но и для республики. Выходцы из нашего района заняли передовые позиции в области медицины, науки, образования и культуры. Для церемонии награждения приглашается глава муниципального района Хунзарский район Нурмагомед Максут Гаджиевич Задиев. Администрация муниципального района Хунзарский район выражает благодарность Абдулаеву Гаджи Магомедовичу, заведующему филиалу библиотеки селения Харикуло, за многолетний добросовестный труд, общественную деятельность и в честь столетия со дня образования Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики. Почетной грамотой награждается Магомедов Тагир Магомедович, главный специалист по юридическим вопросам, за добросовестный труд, профессионализм и в честь столетия со дня образования ДССР. Почетной грамотой награждается Мусаева Патимат Магомедовна, специалист аппарата администрации, за многолетний добросовестный труд и в честь столетия со дня образования ДССР. Почетной грамотой награждается Махулова Сидрат Абакаровна, главный специалист АТК в муниципальном районе Хунзарский район, за добросовестный труд, профессионализм и в честь столетия со дня образования ДССР. Благодарность объявляется Мусаевой Паврузак Амаровне, главному бухгалтеру МКО СХ, за добросовестный многолетний труд, активную жизненную позицию, любовь к родному краю и в честь столетия со дня образования Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики. Администрация муниципального района Хунзарский район награждает почетной грамотой Набиеву Патимат Магомедовну, начальника отдела экономики и прогнозирования, за многолетний добросовестный труд, активную и общественную деятельность и в честь столетия со дня образования Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики.
Объявляется благодарность Юсуповой Салтанат Магомедовне, сотруднице МАУСАК благоустройства, за добросовестный многолетний труд в сфере благоустройства, любовь к родному краю и в честь столетия со дня образования Дагестанской автономной социалистической республики. Not matik vikana alda tokon orda kerch an onya vidavit sondon turu gibat athon seve onagoto harara alda do kulidon char chakholibogo chapsil kalakhan shin antolibogo gamchazat asan daramaqat iseb qalbalibogo khoshik ilanditsa saabrat alda dida shali becho shirat abale rahularo tosas ver khioda its go bor khajoda sumal ahdola It's got a khasuda, chundu, ohdu, hebdin, kholibogo. Khadur ogizi ya agar figuru, ya hima guru, beral kanshile shoot adi kholizi, ya yokuli hijo, ya almak guru. Hele, heb mikhalda, bor khasuda san, nukhlu azul harat ra'anadida, his bitunibogo, ach, khur kherashu, is hanamuk inib ma'ishatashu, kerhen rotsenashu, botsi panzashu, puano, hazanil sihifyashu, hil ashalil rugu, nikher. عادة عقارب باتسادب معلومات دير ما وجهنا بعد سنقطب خاندان دي صحابي وخانت عادي أورزو كلام هشو كامل كنا بكوشير خلاص أخلنا رغنا شهر محمد سوكي دزو إيش أما ديتسا دير قرا قتل آبلا متير معلومات خريزي باتامي خاگیدون جاک خدگو جانی برای توهم شایزی دی قارئون بگیب داغستان دیر هرات باقانی دیر خیمالقا شایزی معروف چاعز چی در مصبیشانی میتله گوستا شایزی دی ها معرو رعدا عقارب معروف کچ راعج آنی شرور عادت شونی کریلز پناه بهراتش هب آهلی بکود دون هتينا بيكرك أدو هابيزي قدي يبرك نيسان واجرا وغورو وبشالي قصو أسامبلي يزدا أوارما تسليباك هارولي وغورو وأما كورا بطلو كايا شرارل مكتابا زهب ماشي زكيلا هبرك خاربوغو نكير خلق خلدا چر خلدا بور شراب چل كينيگين هب ماتس روقوستو نبمي خلدا نوخبيت أجيلن أبولا بلبوز هب ماتس بنا يبكيج أحلقو كنيكي هولكي كيك أنا مكير هنجي نخزاقي تورو قريشي تاشيب توكي ماتس هيش تكاكا دليل دون إدي ماتاني هاي ما عروق بيشن أخير يوبا يتشكولي محمد الباسيحي يسول حسراتي بيتو كلام جيتشون هارو راو كوتش دو هيل نكير ما عرو ماتس كينيجين كيدا نيجي داري تشزيجو بطلع محمد دي هب دنيال دا بيشون دون عرب آخي دي تقارب كوتاك كينا بغرقك كوشتو كيب أحنا شكي أحلا وأما بات أقو سوكي روكيش بطلع عرب راك معروب آخي شوارا كيف يخمو خيلوالي أما خوب بطلع أنا بوكيني شكالي خبطت سليسان أونيل تطو ما عرواز حساب جيابون هاوني كلير حنزات الرسول بخولين بعد صداب معلومات أبلي عجائب الله لسان مع الخطبة هنا إذا
Да, сегодня мы отмечаем столетие образования Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики. Однако история наших краев хранит тысячелетия. Мы с вами знаем о древнейших поселениях, о множестве народов, пришедших к нам и мирно сосуществующих здесь по сей день. А люди в Дагестане всегда были уникальны. Златокузнецы, ковровщицы, оружейники, мастера, кубачинцы, золотые руки гацапинских и унцикульских мастеров, а также уникальная кайтакская вышивка. Слово для поздравлений предоставляется прокурору Кунзарского района Рамазану Амаровичу Амарову. Уважаемые участники торжественного мероприятия, как вы знаете, 13 ноября 1920 года на чрезвычайном съезде народов Дагестана, которое состоялось в городе Темирхан-Шуре, ныне Буйнакск, нарком по делам национальности РСФСР Иосиф Виссарионович Сталин огласил декларацию об образовании Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики. В последующем законодательно было закреплено образование ДАССР декретом в ЦИК от 20 января 1921 года. В состав ДАССР вошла вся территория, существовавшая до этого Дагестанской области, которая включала в себя 11 округов. Образование ДАССР это было огромным историческим событием, с которым началось или продолжилось большими темпами развития промышленности, сельского хозяйства, культуры. Вы знаете, что именно в 20-е и 30-е годы были построены в республике нашей средние общеобразовательные школы. Мощное развитие получили практически все отрасли народного хозяйства республики. 100 лет – это огромный исторический путь, который вместе со всей Россией прошел Дагестан. Мы пережили, наши предки, правильно надо будет сказать, пережили и гражданскую войну, вызванную разногласиям, которые возникали по классовым, по политическим мотивам. Была братоубийственная война. Последующие годы индустриализации и коллективизации. Коллективизация тоже, помните, как это все происходило в республике. В принципе, это все были отголоски того, что было в России. Были и злоупотребления в тот период. Мы знаем, что нередко людей лишали не только своего имущества и крова, но и лишали и родины, выселяли за пределы нашей республики жителей, а нередко и лишали их и жизни. Вместе со всей Россией Дагестан защищал рубежи нашего Отечества, независимость и целостность нашей Родины России в период Великой Отечественной войны, последующий период восстановления народного хозяйства. Все это мы пережили, мы вместе с тем стали еще мудрее, сильнее, достойнее. Дагестанцы не потеряли свое достоинство. Сегодня Дагестан по численности населения среди 85 регионов России находится на 13 месте. Но по многим показателям мы и превосходим другие регионы России. Мы знаем, что достойно Дагестан нам представлена наука, литература, другие сферы культуры. Очень много именитых спортсменов из Дагестана вышло. Но мы представлены практически во всех сферах общественной жизни. Хочу поздравить всех с этим
юбилеем, со столетним юбилеем пожелать счастья, процветания, успехов и всего самого наилучшего всем дагестанцам. Удачи, успехов! Дагестан, это 40 разных стран. И притом всего одна чудо – горная страна. Здесь селения малые приютились у скалы. Раз селение как гнезда, значит, люди как орлы. Дагестан – страна орлов, Дагестан – страна ковров, край отличных мастеров, кузнецов и гончаров.
بازیا Vay vay tamam. وقتی نتیجه Нажмудин Самурский писал: «Бесконечные войны выковали из дагестанских этносов воинственных и мужественных стальных рыцарей. Историческая память сохранила бесчисленное множество примеров единства народов Дагестана, которое заложено в их природе». Но 20 век ознаменован был политическими событиями, которые повлияли на судьбы дагестанцев и их будущее. Революция – это человеческие жертвы, но, как правило, она совершается не от хорошей и красивой жизни. В марте Красная Армия вошла, на соединение с ней шли отряды красных партизан Дагестана. Среди революционеров были разные люди. Кто-то искренне желал народу добра и на этом пути сложил свою жизнь. Были и другие, которые под прикрытием, делая себе карьеру, губили человеческие жизни. Недопустимо романтизировать революцию, но важно хранить память о людях. رسول حمزاتو معرلل لينيني داسكور معرخا معرخه معرل سمعدين حسول تصار برجوني بوك أنانيجي هريك ديل كلاخ партизанатса خالدات سبي حسول تصار أحانيجي روح حرال روساباس بستال خيمالاز هستا إمنيلان أبونانيجي
доб мехас ленинил адатаб сурат дир му'руз дажеги биххум букинчо рук ана қисаби хесул хаққасус киттаго хавшече дагистаналда ва хеста шаирас кеч ахулесул нақхойги ахизет амуан хев квачарал ризабақ роҳалил матлих реқару хабазат севет шолаан чӯҳун махбуқ қуле бартиялдат ад байдан батқус бугеб гӯҳдеги вахун борхатаб черхасул ребал ғуждузул ғункарал лугбазул нартавъадавчи рақалек холаан ҳеб сааталда ҳессул ҳасратабчу ҳинҷхин боржинин қаҳҳаб ағиялда ҳес кӯлхурабго кинналго тушбаби ҳурхун шушалин тумат қваҳичого ҳев баҳадурас берҳарал қулбузда кӯршел ҳабилин ҳалагал рағазул челги босун ҳес жиндирго чеърал миқхал тӯрилин ҳединан ҳукъана ракъазус ленин ҳединан ракъас аҳҳулеб кучдузус ленин ҳеб сонас халатаб хасҳил ҳукъана ҳеб сонас ҳаздатса аххурд сорона ҳеб сонас муърузда ዒял цанатса жидерго цоқо қеҳкуне букъана ҳеб квачараб сонас рақъараб сонас дағистаниятса ҳисаб ҳабула жидерго ҳукму ҳал ҳессие бицине шибаб миллатасул халқаза ғурса хассал вакилзаби ассариш шизе умруясул бишшун заҳматал саътаз васаз жидер инсу цикун чалъуна буқъана ҳессие андадерица кудия буртина нартасе адаб қана иличил цар чӯҳрал кунас чӯхдерил рудшабаз халич ҳаялда қачана тарзабатса месет адебитшан хвалченва тумак ва ана ҳессие ансадерица нус наққиш ҳабун ҳайбатаб муштук каспи расадасу раъалсудасан дерил бецъал рохказу қешшун бит анаҳм инсуе дири дағистанас ҳасратаб ротлигун бортқарав салам ва ана муърузул қалазул химал агарал муъруги қалги рахун кудиял эмерал шаҳарал қотун бакхуле бақуде ҳумерги ҳимун ана ҳал чӯязда ана фургонас ана поездалда ҳал маххул нухас парқана беразус бида бехараб раъалу ӯрқи ҳечеб ӯрус ҳазурат умруяс эмержо бихкарал ҳазда бихханат отсебе ҳасратаб москва ва ҳикматал бераз балаҳана ҳал ҳалтуда ҳалдолеб тахша ҳарасуқ ҳад идал байдабақ рорхатал сияқ рорхатал ҳундуза ругел гуҳарақ ва цақбот себесеб кремлиялда тад кенчолел ругел циял цвабзазуқ ҳал маърулазул ва килзабазе нухраҳум букъана ҳениб кибго ва кремлиясул чармил кавабақ честлуна ҳезие қараулзабаз ҳез ҳикмат ҳабуна ҳеб шаҳаралда кирешшананиги шиб бихханиги ама биххан шинаб қочана ҳазда кудияв ленингун данчараб қояс руққасу киявго нуцаги раҳун разияв ҳимулев ҳорқоқеб черхасу адатав чивуго саламин абун нартасу бакалда ҳаздадан чалев анц сонас серехалил рукъарал сикъал ҳудузаби рихкарал адин ҳалмағ лениница кӯралги росун ҳал кабинеталде ругорачунед ҳес ҳал қерас ӯдорукинаруна живго ҳазда ҳуртқав ӯдовукуна ӯдове битшараб сасалда ҳуртқав ҳазу хабар живго чаххун бачуна бицуна муърузул умруясул ҳаз бицуна маърул адатазул ҳаз бицуна қалабақ карал рағазул камурал лебалал партизаназул ҳезу рудшабазул язиқхиясул ҳезу хималазул янғисхиясул доб мехалда бараб берҳараб аздал ари адал бецъал наққазул беқизе ратқасул қварихиясул бижулеб торшалеб муқсанхиясул ҳев вашшадав адин касана ҳазда ҳазугун қварихи жубана данде ва жегиги ақлу ҳиққула ҳазда ҳайбатал минутал тирула уна талиҳал саҳтиде балаҳуаро
ტუბარალ საჰთაზ მუዕრუზულ ხიმალ ლენინი და ბადირ რავაჰუნ რუგო ჰესულ რააბაზულ ბახულე ბუგო მუዕრუზ და ბიხულე ბუგო მუዕრუზ და ბუკინე ბროხალი ქანსლი ჰესულ ფიქრაბაზულ ბუგო კენჭელე ქვატიჭოგო შელე ბაყასულ ქანსლი რეკე ბოტუხე ჰალტაბი ტურან რატასულებ ზავან რეშტანა კალტა ილიჩილ ქალამას ჰაირან ჰარურალ ჰასტეხუნ კინნაბო ფიქრუ ბუსსარალ ჰალ მაარულაზულ ვაკილ ზაბაზდა რაკალდასა ინე დაჰაბ ხუტანა ღირიაუ ინსუე მურულ ტაშიას ტატყრას საიღათ ესუხე ყეზე ჰელე ბახანა ჰაზ ბურთინა ყვატი ბეჰანა ჰესუხე რაღულაბ თუმაკ ჩანილი არაღურებ ქოდობ ქვეჭევ ჰეს ქოდობე ბოსანა ჰიმულაგო ჰე ქიდდაგო ჩერხალდა ხვალჩენ ბაჭევ ჰეს ჰალჰაბუნ წალანა ხალჰაბუნ წალანა ჰელდა ჟინდირ წარ ჰალბალ რეკ ხიზე გურილან აბუნ ანსადერილ მუშტუკ ბოსულე მეხას ჰეს და ბიცინჭო ჰეს ჯეგი ქიდდაგო ჟინცა ხალიან წალარე ბუკინ ღაჟილდე ჰეთ იზე ბეტერგე ჰაბუნ ყანშუნ ცობერგუნ ბორხიზე ჰაბუნ ჟინდირგო ადათალ ბათინ ქაბას ჰევე ედერუნ თირანა კაბინეტალდა ჰადინალ საიღათალ დიერა ჭარალ დიცა შიბდა ინუჟე ყილა აბუნ ჰებ მეხას მურუზულ ვაკილ ზაბაზულ ბიშუნგო კუდიაუ ყასანა ჰესტა მურუ ყან მურუ ყიმურუ წუმადინ დურწარ ბორჟან ხულე ბუკანანიგი ჰერეკდერი ყალახ პარტიზანაცა ხალდაცებე დურწარ აჰანანიგი რუჰარალ როსაბას ბესტალ ჰიმალაზ დუდა ემინილან აბუნანიგი ამმადურ აზიზაბ ადათაბ სურათ ჟეგიდირ მურუზდა ბიხიჭო ილიჩ ჰელე ჰებუკინი ბუკანანიჟე ბიშუნგო ხირია ბრეკელ საიღათ ილიჩიცა ხინა როტყიალდასუნ ხანა სურათალდა ხეხ კიგორაი ინე ბუგო პოეზდ ყუი ბახულაგო მასკოიალდა სადირ დაღისტანალდე ბოსულე ბუგო ჰეხ მურუ ხალყასე ხამგი ჩედგი ჰიტგი ტეხგი ქაღათგი ედერლე ლუგო მურუზუ ვასალ მურუზდე ლენინის სურათგი ბოსუნ სურათალდა ნაყა ჰეს ჟინდირ ქვერას კინნოგორო ჰუნა ჟინდირგო ხარტას ყვან ბუგო ბაარაბ დაღისტანასე ვლადიმირ ლენინ ულიანოვ აბუნ პოეზდალდა ბუგე ტოლაბგო ყაი ტუბან ბილენიგი ბილიზე ჰეჭო ჰალ ადამაზუხა ლენინის სურათ ბიშუნგო აგარა რეკელ ამანათ სონალ ჰორტორ ანა ჰელდასა ხადუ ცებეგო ბუკინჭო კუდია ბაზუ კოჩანა მირქასგო რაყე ყვარისი ალატე ბახარა ბიჟანა ტორშე ტოლაბგო ჟინდირგო ბერცინ ხიალდა ბაარბაყ ყასანა დაღისტანალდა უმუმულ ხისიზე ჰეზულ ნასლუდალ ვასალუნ რაჭანა მურულ როსაბას ამმა ხისიჭოგო ბუგო ქიდდაგო ხელ ჰეჭევ ლენინილ ხირიაბ სურათ ხასალი მოწაზგი ტუჰდუს босун толлабгу музейгу чухизе хабун. Одним из решающих факторов всемирной исторической победы Советского Союза в Великой Отечественной войне над фашистской Германией явились единство и сплоченность народов нашей страны. С первых же дней войны тысячи дагестанцев, в том числе и хунзавцев, по зову сердца направились в военные комиссариаты с заявлениями зачислить их в ряды действующей армии добровольцами. Народы Дагестана внесли достойный вклад в дело победы над врагом. Из истории Великой Отечественной войны 41-45 годов следует непреложный урок для подрастающего поколения. Лишь единство – гарантия безопасности и прогресса. Цветы.
родных, любимых таких. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Дагестанская ССР получила широкие права в политической, экономической и культурной жизни, позволявшие органам государственной власти и управления самостоятельно решать многочисленные вопросы хозяйственного строительства, административного устройства, распределения бюджетных средств, проведения налоговой политики, организации здравоохранения и образования. Автономия позволила создать новый тип государственных отношений в Дагестане, который привел к возрождению культуры народов, которая в корне изменила духовный облик горцев. Слово для поздравления предоставляется начальнику отдела образования и администрации Патимат Хадисовне Гамзатовой. В ладони сердце можно уместить, но в сердце целый мир не уместишь. Другие страны очень хороши, но Дагестан дороже для души. Добро пожаловать всех на столь важном событии, приуроченные столетию ДССР. Мы должны гордиться тем, что являемся выходцами республики. Нам с вами выпала честь родиться в таком удивительном крае. Одна из русских учительниц как-то написала о Дагестане: «Племена его многочисленны, чем племена любого большого государства. Каждая гора заселена своим племенем, каждая деревня говорит особенным наречием, непонятным для других». Проведем краткий экскурс истории ликвидации неграмотности в Дагестане 20-30-е годы. Рост количества советских школ достигался в условиях противодействия со стороны духовенства во многих аулах. Религиозные школы в Дагестане не сдавали свои позиции вплоть до 20-х годов. В 1928 году при мечетях обучалось около 50 тысяч детей. В конце 20-х, начале 30-х школы при мечетях прекратили свое существование. Их просто закрыли. Важной задачей от правильного решения, которой зависел успех культурной жизни народов Дагестана, была проблема языка и разработка письменности в Дагестане. В 1928-29 учебном году в национальных школах Дагестана арабский язык был заменен латинским алфавитом. Вся история Дагестана столетиями в основном писалась на арабском языке, либо на родных языках, путем использования арабского шрифта. Таким образом, внезапная замена арабского алфавита на латинский явилась большим препятствием изучении и объективном освещении жизни народов Дагестана, их культуры в прошлом. Этим актом как бы прервалась связь с временем. Развитие народного образования в Дагестане в 30-х годах являлось задачей номер один. На 1 января 1932 года Дагестанской ССР школами было охвачено 80% детей школьного возраста. Успехи ведения всеобучия в Дагестане были значительно внушительными. Ликвидация неграмотности и малограмотности населения явилась постановлением ЦК от 17 января 1936 года о работе по обучению неграмотных и малограмотных. В 1938 году произошло важное событие, которое способствовало дальнейшим успехам советской школы в Дагестане. Был осуществлен перевод письменности народов Дагестана с латинского алфавита на новый алфавит. В конце 30-х активизируется преподавание русского языка в национальных школах, родной язык вытесняется в сферу бытового общения. Эти годы на работу школы Дагестана были направлены около 200 эвакуированных учителей, в том числе 100 с высшим и 72 незаконченным высшим образованием.
Часть из этих использовалась на руководящей работе, заведующими городскими и районными отделами народного образования, школьными инспекторами районов, директорами и заучами 7-летних и средних школ. Большинство эвакуированных учителей, работающих в республике, имели высокую квалификацию. Они внесли огромный вклад в обеспечение нормальной работы в школах, в борьбу за повышением качества образования и воспитания подрастающего поколения. Русские учителя занимают особое место в ликвидации безграмотности в Дагестане и, в частности, в Хунзарском районе. Мы, я думаю, проведем отдельное мероприятие на тему «Роль русских учителей в жизни жителей Хунзарского района». Я на этом останавливаться не буду. Прошло 100 лет. Это не такой уж большой промежуток времени жизни поколений. Сегодня Хунзарский район – главная стратегическая база России в Горном Дагестане. Хунзарский пограничный отряд Каспийского пограничного управления ФСБ России в тесном сотрудничестве с местным населением охраняет южные границы Российской Федерации, где служат солдаты и офицеры со всех концов России. Дети учатся и воспитываются в наших садах и школах. На территории района на сегодняшний день функционирует 39 общеобразовательных школ, 38 дошкольных образовательных учреждений, 3 спортивных школ, школа искусств, дом детского творчества. В 4 школах работает точка роста, 21 спортивных залов. Почти все дошкольные и школьные учреждения имеют свои здания, необходимую учебно-материальную базу, компьютерные классы. Я еще раз поздравляю вас с 100-летием, юбилеем создания ДАССР. Желаю вам доброго здоровья, мира, счастья, благополучия, творческих и профессиональных успехов. Спасибо. Бесконечная счастливая звезда, ее по нашей родине проносят поезда. Повсюду нашу молодость по звездам узнаю, они мои товарищи на станциях поют. На каждом перроне поют, и в каждом вагоне поют. Хорошие песни, веселые песни, товарищи наши поют. От белого до черного, до всех других полей, от края до озерного, от горы, от полей. Везут невестки, и взрослых, и ребят, и песни пионерские поет пути отряд. На каждом перроне поют, и в каждом вагоне поют. Хорошие песни, веселые песни, товарищи наши поют. Зеленые и красные огни пути горят, над нашими вагонами колеса говорят. Куда людей? Мы едем отдыхать. Зачем вы едете? Мы едем загорать. На каждом перроне поют, и в каждом вагоне поют. Хорошие песни, веселые песни, товарищи наши поют. Хорошие песни, веселые песни, товарищи наши поют. Веселые песни, товарищи наши поют. Хорошие песни, веселые песни, товарищи наши поют. Огни пути горят, над нашими вагонами колеса говорят. Куда мы едем? Мы едем отдыхать. Зачем вы едете? Мы едем загорать. На каждом перроне поют, и в каждом вагоне поют. Хорошие песни, веселые песни, товарищи наши поют. Хорошие песни, веселые песни, товарищи наши поют. Горит пятиконечная счастливая звезда, ее по нашей родине проносят поезда. Повсюду нашу молодость по звездам узнают, они мои товарищи на станциях поют.
главному редактору газеты «Сельский труженик» Фатиме Камиловне Магомедовой. Мир вам, дорогие земляки! В первую очередь я прошу прощения, что выступая на русском, не подстать редактору авароязычной газеты говорить на русском языке, но я, чтобы не портить регламент официальных выступлений, поздравлю вас на нашем государственном языке. Я хочу поздравить моих дорогих земляков не только вот со знаменательной датой, а хочу поздравить вас всех с большой удачей, выпавшей в жизни. Эта удача – право называться дагестанцами. А как же иначе? Ведь именно мы каждое утро видим такую прекрасную природу, которой восторгаются приезжие туристы. Ведь именно мы, славные потомки храбрых, мудрых предков, слава которых не дает покоя и сегодня недоброжелателям. Ведь именно мы, страна гор и гора языков, которой восторгаются писатели и языковеды. Нашей районной газете посчастливилось стать соратником, летописцем Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики. Спустя ровно 4 года после создания ДССР была открыта и районная газета, но тогда она была окружная, носила она название «Маарулах», издавалась для простого народа 3 округов – Аварского, Андийского и Гунимского. Как говорила Фатима Хадисовна, издавалась газета на арабском алфавите, позже уже перешли на латиницу. Говоря уже о непосредственном труде журналистов, расскажу вам интересные случаи из нашей жизни, именно из нашей работы. Как рассказывали нам ветераны, журналисты, они подчастую, наши предшественники, работали до утра. Знаете почему? Потому что каждая буква отливалась из свинца и наносилась на литеру. Это специальный брусок, на котором уже готовый текст наносился на бумагу. Это был очень кропотливый, тяжелый труд, но тем не менее мы доносили до читателя, что происходит в республике, что происходит в стране максимально быстро. Мы были единственным источником информации. Я говорю «мы», потому что мы тоже наследниками являемся тех славных журналистов. Ну, конечно, вот как рассказывал мой покойный папа Муналчурак, вот работа до утра как-то проявлялась, и когда их встречали женщины, выгонявшие скот пастись, женщины шутили: «Гале редакция хумимиля бирачини». Вот коровушки редакции, мол, идут, под утро возвращались домой. Конечно, вот такой тяжелый труд нередко оборачивался в опечатки, какие-то казусы, интересные случаи я вам расскажу. Вот этот ручной набор текста каким-то чудо-образом из заглавия председатель обкома выбросил 3 буквы «СЭД». Председатель, и из председателя случился предатель обкома. Конечно, на следующее утро главный редактор был освобожден от должности, но в таких случаях говорят, хорошо, что не расстреляли, потому что имело место быть, что редакторов за такие вот ошибки и расстреливали. Именно вот главного редактора Махачкалинской газеты за то, что фамилии вождя народа Сталина буква «Т» как-то оказалась заменена буквой «Р», вот его расстреляли. Ну хорошо, что нашего не расстреляли, но он был освобожден от должности. Так, чего же пожелать дагестанцам, моим землякам родным? Пожелать и говорить о дагестанцах можно, конечно, бесконечно много и бесконечно много хорошего. Но зачем говорить, когда уже творческие люди, писатели, народные поэты, это все максимально красиво сказали за нас, признались в любви за нас. А народных поэтов из нашего района целых 6. Дагестан этот вековой путь прошел очень достойно. И я хочу пожелать, что молодое поколение сквозь века пронесло вот это богатое наследие нашего славного Дагестана, сохранило всю историю и традиции наших славных предков. А закончу свое выступление я словами
нашего человека мира, нашего незабвенного Расула Гамзатова. Дагестан, все, что люди мне дали, я по чести с тобой разделю. Я свои ордена и медали на вершины твоей приколю. Так пусть же в жизни каждого дагестанца, в жизни каждого из вас будет столько много наград, столько много побед, столько много подарков судьбы, чтобы мы, не жалея, могли их приколоть на наши величественные горы. Аминь. Мы целый год будем говорить о людях, которые делали историю Дагестана, ведь только проявляя подлинное уважение к нашей общей истории, личностям, извлекая уроки из ее славных и трагических событий, мы обращаемся к традициям и опыту наших предков, которые берегли межнациональный и многоконфессиональный мир и согласие как высшую ценность. И будем надеяться, что наши дети будут уверенно смотреть в завтрашний день, не меняя честь на почести, взяв за основу энергию жизни, мудрость, работоспособность отцов и дедов, и сделают историю еще лучше, чтобы достичь той вершины, которая оставляет память о человеке в истории своего народа. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Дирwas. Hanker muerol hazudiwat solote. Tzadzol kura beshon. Andan rakon. Hudo zabaze otso. Dushman zabaze khochto. Watan khisarase khoy. Dagestanas emira kan. Rukana rakhalge. Kana kamilge. Rakhe chukana. Zahmati kharishi bukana ama kitanegi. Sud sanegi Dagestaniao rekizi wa khotizi haricho. Is kitulgo borkhatko kona namoski yahki. Khaderogi klimatki. Bahachiki. Ritokhiki. Nijekhe umuzda san sharab. Nijetsa nujekhe ukinsi hele sukikoli bugurak batsako. Nujetsaki yasberadim tsono. Nujerkosi malazokhe. Lahadada itsabala duihatsbiad bachme veleslu raqlasan. Kinazgo abula qolotsoabile basretul ilbatriya bugin. Batize behula. Wa amaditsa tola ra'i anchida bikara naqsh hadin raqada rukinin dura'abigi. Orxat Gokvelin hayvat hab Dagestana shutsqabi. Jivjio suzara da umru elno hambu kuni badin nijedeli kochena robikin chiliya thugi qadru thugi choliya thugi va qwat arab amal khasiyat thugi haqqa. Свои сомнения, не порицайте, наступит там. Ведь мы иное поколение, мы будущего флаг. Для вас хитом была Катюша, для нас кумиром Максим и Нюша. Но тем не менее есть одно, мы будущего зерно. Новое поколение, мы прорубаем свое течение, бьемся о скалы на гребне волны, мы будущее страны. Новое поколение, мы выдвигаем свои решения, бьемся о скалы на гребне волны, мы будущее страны. Новых судеб, новых побед и больших границ. И никогда уже не забудем ваших отважных лиц. Не испугают нас катаклизмы, в нашей
остался сильный дух. Ведь мы верны своей отчизне, мы времени новый круг. Новое поколение, мы пробываем свое течение. Бьемся о скалы на гребне волны, мы будущее страны. Новое поколение, мы выдвигаем свои решения. Бьемся о скалы на гребне волны, мы будущее страны. Новое поколение, мы пробываем свое течение. Бьемся о скалы на гребне волны, мы будущее страны. Новое поколение, мы выдвигаем свои решения. Бьемся о скалы на гребне волны, мы будущее страны. Наша праздничная программа, посвященная столетию ДССР, со дня образования ДССР, подошла к концу. Всем желаю здоровья, единства и благополучия.